Добрый день, меня зовут Сарзатерцев Кирилл Дмитриевич, я помощник Канашского межрайонного прокурора. Сегодня расскажу об одном из уголовных дел, рассмотренных в недавнее время Канашским районным судом. Канашским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 51-летнего уроженца Канашского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом З части 2 статьи 111 УК РФ, то есть обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Так подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего хозяйства в ходе ссоры, умышленно, держа в руке стеклянную кружку и используя ее в качестве оружия для причинения телесных повреждений, кинул кружку в супругу, попав при этом в теменную область головы, причинив тем самым последние повреждения, оцененные как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека. Далее подсудимый схватил супругу за волосы, уронил на землю и нанес множество ударов кулаками по различным частям тела, а также причинил потерпевшей травму руки, которая по признаку длительного расстройства здоровья более 3 недель оценена как причинившая вред здоровью средней тяжести. Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении указанного преступления. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу. Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Константинов Андрей Викторович. Канашской межрайонной прокуратуры на системной основе проводятся проверки соблюдения федерального законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, проведенной в 2020 году проверкой установлено, что общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере сделок с недвижимым имуществом в нарушении требований федерального закона от 7 августа 2001 года номер 115 ФЗ о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года, которыми установлена обязанность прохождения работниками организации обучения нормативно-правовым актам в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В 2020 году работниками данного общества обучение данным нормативно-правовым актам не проводилось. По результатам проверки Канашским межрайонным прокурором в адрес директора указанной организации было внесено представление с требованием об устранении допущенных нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Нарушения федерального закона были устранены. Кроме того, в истекшем периоде 2020 года межрайонным прокурором возбуждено 2 дела об административном правонарушении по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение законодательства в части организации или осуществления внутреннего контроля, не повлекшее за собой предоставление сведений об операциях с денежными средствами и недвижимым имуществом в орган Росфинмониторинга. Указанные дела об административных правонарушениях находятся на рассмотрении суда. Спасибо за внимание. Здравствуйте, я помощник Канашского межрайонного прокурора Лушников Игорь Николаевич. Указом президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года номер 249 о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на имеющих гражданство Российской Федерации детей в возрасте до 3 лет, которые будут производиться в апреле-июне 2020 года проживающим на территории Российской Федерации лицам, имеющим право на меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным законом от 25 декабря 2006 года, номер 256 Федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года. В соответствии с частью 1 статьи 3 названного федерального закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении, усыновлении ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, независимо от места их жительства. Женщин, родивших, усыновивших второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года. Женщин, родивших, усыновивших третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года. Если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Мужчин, являющихся единственными усыновителями второго-третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавших правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об установлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. Женщин, родивших, усыновивших первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Мужчин, являющихся единственным усыновителем первого ребенка,
ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об установлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года. Названные лица вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября 2020 года. Выплаты будут осуществляться на каждого их ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, и не станут учитываться в состав доходов семей лиц, получавших выплату при предоставлении этим лицам иных мер социальной поддержки. Осуществление ежемесячных выплат обеспечивается Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с порядком и условиями, определенными правительством Российской Федерации. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Тимофеева Ираида Михайловна. Федеральным законом о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации внесены изменения в градостроительное законодательство. Они предусматривают внедрение единых стандартов предоставления госуслуг в сфере строительства, возможность направления ряда документов в электронной форме, сокращение сроков осуществления отдельных процедур, а также сроков выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, градостроительного плана земельного участка, возможность подготовки проектной документации линейного объекта до утверждения документации по планировке территории. В целях обеспечения приведения муниципальных нормативно-правовых актов Межрайонной прокуратурой опротестованы административные регламенты о выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. Данные протесты находятся на рассмотрении. Здравствуйте, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Васильев Алексей Александрович. К нам обратился уроженец города Канаш с вопросом: то, что в бухгалтерии отказались переводить его заработную плату на банковскую карту в другом банке. Возможно ли сменить кредитную организацию для перечисления заработной платы? Ответ: так, в соответствии с законом, заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы, либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Таким образом, работник вправе выбрать любую кредитную организацию, либо банк, в который будет переводиться его заработная плата. Вместе с тем, он должен сообщить в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. Так, работодатель не вправе отказать лицу в переводе его заработной платы в выбранную последним кредитную организацию, либо банк. С этой целью частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ установлена административная ответственность работодателя за воспрепятствование работнику в реализации его права. Спасибо за внимание. Здравствуйте, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Бельдеев Антон Николаевич. Вопрос. Прекращаются ли исполнительные производства по взысканию алиментов с момента наступления совершеннолетия ребенка? В соответствии с статьей 120 Семейного кодекса Российской Федерации, выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращаются по достижению ребенка совершеннолетия. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года, номер 50, о применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства, разъясняется, что исполнительное производство оканчивается фактическим исполнением исполнительного документа. Следовательно, прекращение исполнительного производства по выплате алиментов при наступлении условий, определяемых в Семейном кодексе, но при наличии задолженности, неправомерно. Таким образом, исполнительное производство о взыскании алиментов при наступлении совершеннолетия и при наличии задолженности по алиментам не прекращаются, а исполняются до полного погашения задолженности по алиментам. Спасибо за внимание.